Целевая направленность конечная твоей одежды. То есть ты должен понимать, куда, чего и как. Это не пляж, а это университет. Девочки, если они вызывающе одеваются, ну, как бы это, я считаю, что это их проблема. Ну, я не буду это никак осуждать. Меня зовут Мария Люманова. Я художник. Художник-модельер, художник по костюму, последние лет 15, так скажем. Изначально занималась живописью, а потом перешла вот по работе с костюмом, потому что с детства меня история народов интересовала, этнография. Я очень люблю костюмы народов мира. Об этом много можно говорить, отпечаток большой наложила. И дело в том, что музыкального, конечно, 60%, и музыка, она просто в крови. По линии моей мамы передается просто безвозмездно всем. Единственное, что кто-то выбирает в этом быть, а кто-то нет. Я тоже ходила в музыкальную школу, занималась, и мне это много дало. Музыка, она всегда являлась, таким, скажем, огромным ориентиром в жизни, и особенно народная музыка. Хореографическая часть моей натуры, которая была не реализована. Я в свое время даже поступала в хореографическое училище, но это было поздно для классического балета. Это было уже годом позже, уже кости сформировались, на народный можно было пойти, но танец я рисовала, под музыку я рисовала. То есть в этом всем оно все со мной осталось. И я выбрала то, что я уже выбрала, и я никогда не жалела. Мама, она очень любит, она же еще эмоциональный человек, она меня всегда хвалила. И я стремилась рисовать, мне очень нравилось все это. Потом меня отдали в школу художественную, это началось, скажем так, образование в этой области у меня началось с 5 класса, это 11 лет. Республиканская музыкально-художественная школа-интернат искусств при ТТХИ Островского, при театральном художественном институте в городе Ташкенте. Всегда у меня был костюм, я рисовала всегда девушек, крымских татарок, я всегда изображала эти образы, да, любила именно девушек рисовать, женщин. И потом это переросло в то, что я хотела уже что-то делать, того, что нет, этого же нет. У нас же нет старинных костюмов, как у других народов. У нас же ни в каком народе пострадала эта материальная культура, ее практически нет. Там берем, оттуда берем, нет на что основываться. Целенаправленно пошла учиться на техническую профессию, то есть я стала технарем. Математика, начертательная геометрия моя любимая. То есть, я училась для того, чтобы разговаривать с портными на одном языке, чтобы я могла передать свою мысль не только в эскизе, а технически объяснить, что я хочу сделать. Я закончила университет, 4 года проработала там преподавателем. Так мне это нравилось, но я хотела свободное плавание, я хотела быть всегда свободным художником, коим Аллаха шкур до сегодняшнего дня являюсь, и никто мне не может сказать, делай вот так или делай вот так. Это для меня это неприемлемо, я просто не буду делать, и все. Но было, что я и занималась, скажем так, производством полуфабрикатов и сдавала это в кафе. Так пришлось. Еще был такой период, когда ни у кого работы нет, и нигде тебя не берут. Из-за национальной принадлежности. Я не такая, как все. Говорят, там на квартиру не берут, на работу не берут. Написано, требуется художник по оракалу. Захожу. Это было 3-4 таких. Тогда же вручную все это рисовалось, шрифты рисовались. Я это могла делать. Я захожу, смотрят на мой фейс, явно видят, что я такая черная для них. И, я себя такой не считаю, это я просто образно сейчас говорю. И нет, мы уже почему объявление висит до сих пор? Мы забыли. Если бы в одном месте так было, это было 3 таких места. Другого ничего я в тот момент не могла делать, но работа требовалась, и я так не могла сидеть сложа руки. У меня ребенок, правда, 1,5 года был, и у меня муж был тогда после операции, то есть ему вообще нельзя было, у него был, операция была на позвоночник. И мне пришлось просто, я придумала, что
а поеду-ка я рисовать портреты. Вот. И у меня есть в моей жизни 4 года, которые ушли на вот эту деятельность. По 1,5 месяца летом в сезон я рисовала портреты не на ЮБК. Вот самое ближайшее к Симферополю это была Николаевка. Причем я жила там по трассе близко, поэтому мне это было очень... И ребенок у меня еще маленький. То есть, как-то надо было выходить. И я помню те 13 гривен, которые первый день заработала, имея туда и обратно только мне было 3 гривны. И я заработала первый день 13 гривен. Вот это, после этого столько я зарабатывала, очень много. У меня уже и 60, и 100 гривен стоил один портрет, да, то есть, это несравнимо. Но вот эти 13 гривен я никогда не забуду. Я не забуду уникальность, в первую очередь, пропорции, силуэт. Это с точки зрения костюмологии, да, если мы разберем костюмы мира. У каждого будет своя пропорция, у каждого будет свои соотношения, свои цвета, цветовые сочетания в тканях, обуви. Когда мы говорим о пропорциях, туда же входит и головной убор, что есть чуть выше, чем высшая точка головы. Сам силуэт, он такой трапециевидно-овалообразный. И, как и в любом костюме народов мира, это она основывается, форма и получается такая овальная из-за того, что отталкивается крой от прямого кроя. Особенность еще в сдержанности, в подаче. Крымские татары относятся к европейцам, тюркам-мусульманам, единственным в своем роде. Вот. И практически возле Крыма с востока и с юга омывают моря, которые разделяют, да, которые именно заканчиваются на Крыме. И это о многом говорит. То есть это уже не Азия, но и в то же время есть какие-то предпосылки. Большие корни есть оттуда, с Азии. То есть это такой микс, это такое сочетание, да. Если существует каталог народов мира, да, то Крым, он был вырван из-за того, что крымских татар депортировали. Крымско-татарский костюм, конечно, для меня самый красивый в мире, но еще очень много непонятного в нем, не то что непонятно, не исследованного, очень много. По периодам, особенно временным. Любой дизайнер, если он хочет вывести, работать в этом русле, да, именно в крымско-татарском костюме, я считаю, что нужно каждому сначала попробовать, нужно скопировать традиционный костюм, прям от и до, со всем его кроем, со всеми его ручными деталями, обработками, со всей ткань, форма, все это нужно сначала пройти. Это точно так же, как, например, когда художники выпускаются в академиях, да, и им нужно поехать и порисовать в музее, пописать, сделать копии великих старинных художников, да, даже Леонардо да Винчи бывает копируют, да, такие счастливчики. Но это нужно для того, чтобы был фундамент. Это нужно впитать. Когда фундамент, ты уже можешь творить. Это как школа, это как база. Без этого так наглядно, это называется ассоциация по теме крымско-татарского костюма. То есть это с крымско-татар, я сама это проходила, я просто сама могу сказать, что когда мне не хватало этого фундамента, мои работы были другие. Я бы хотела, чтобы наши дизайнеры получали хорошее образование, в хороших каких-то... Да, любые наши молодежь получали лучшее образование и стремились к образованию хорошему, высокого качества и уровня, но никогда не забывали о своем народе. Никогда. Не забывали, кем они, кто они. И даже если они не занимаются крымско-татарским каким-то искусством или именно для народа что-то, они должны сделать просто ради того, что, надо помнить свои корни, без этого просто
Ну, без этого наш народ не выживет, к сожалению. Вот такую планку, мне кажется, надо ставить, а не говорить «учи язык». Или там, вот когда ты цель поставишь высокую, вот там, допустим, чтобы вот, допустим, как Низе, например, покорять Милан, может быть, не Нью-Йорк она завтра поедет, да? Но в этот момент не забывайте о своем народе и принести какие-то, ну, бонусы для своего народа, которые, ну, у нас очень большая прореха, нам этого не хватает. Есть такое, да, есть разделение, есть кризис, есть боль, утрат. Очень много людей уходит еще в рамках вот этой вот пандемии. Очень много такого, ну, негатива, да, есть. Я сама как бы закрылась в ракушку, как говорится, и ну, у меня есть свои принципы какие-то. Я себе поставила задачу, что я должна работать. Вот работать и все. Вот несмотря ни на что, работать, развиваться и ставить задачи перед детьми тоже, что, опять же, то, что я выше сказала, не забывать о своем народе. Но нам просто нужно стремительно, очень, каждый должен осознать, что нужно нам делать для народа, каждый, что может. Очень-очень радует, что у нас вышивка, она сейчас набирает обороты, и у нас есть достойные вышивальщицы, и это ремесло у нас, ну, скажем так, возродилось. И просто как, вот, как феникс из пепла. Этническое, оно всегда будет востребовано. Почему? Потому что, ну, как бы периодами, так же как мода повторяется периодично, к этому всегда будут, потому что это большая кладезь, это, ну, это очень огромная такая ниша, это такой источник вдохновения. Время от времени это людям нужно, у них есть в этом потребность, и это будет всегда приходить. А особенно у нас это никогда не закончится, потому что мы с помощью этностиля, в данном случае крымско-татарского традиционного костюма, мы пытаемся себя идентифицировать. То есть это знак. Мы подаем знак людям, которые на нас смотрят, и тем самым мы просто как бы говорим о том, что мы есть, и мы вот такие, и принимайте нас вот такими. Мне очень понравилась ее коллекция, надо сказать. С точки зрения костюмологии, с точки зрения вообще моды, там, дизайна, она супер справилась с своей задачей. И меня очень огорчил вот этот вот, ну, я не знаю, ну просто настолько можно критиковать, нужно критиковать. Я не говорю, что не нужно, конечно, нужно высказывать свою точку зрения. Но так как это было вот по поводу ее коллекции, ну, немножко мне даже как-то было не по себе. Там была проблема в том, что на обнаженное тело модели была надета, значит, там, кардиган, ну, как бы верхняя одежда. И это смутило, что вот нагота, да, то есть она такая прям явная нагота. И когда Низе, например, применила вот этот кардиган, там, понимаете, там это как вот как на манекен ты накинул допустим, какую-то вещь. Там важна была суть этой вещи. И там условия такие тоже были на показе. То есть там нужно было вот это вот показать минималистично, подчеркнуть эту вещь. То есть все остальное бы там что-то мешало. Я понимаю, что это привело в ужас людей. Я думаю, что когда ты даешь коллекции названия, ну, нужно подумать очень. Потому что были такие выпады и в других коллекциях. Крымско-татарский код. А какие особенности крымско-татарского, да, традиционного костюма? А там знаковая информация. Конечно, люди поэтому так и восприняли. Я думаю, что Низе на это была готова. Важная тема, нужная. И ну, не только я про это уже говорила. Часто сталкиваюсь с вот этими полемиками, спорами. Я считаю, что эти споры ни о чем. То есть есть сторона, которая говорит, вот так было. Да? Было что? Ну, как бы практически стопроцентное покрывание тела женского. Мы говорим о женском костюме. Мужской тоже имел свои какие-то регламенты. Вот. И, ну, говоря уже о женском,
То, что сегодня есть сторонники, которые говорят, это было, есть, которые говорят, не было. Вот я, честно сказать, ни тех, ни этих не поддерживаю. Объясню. Если мы посмотрим на тот костюм хиджаб, который называется сегодня, да, если мы посмотрим на его строй, есть в любом народном костюме, в любом костюме есть свой строй, то есть как он строится, да? Нижняя одежда, нижнее белье, верхняя, плечевая одежда, поясная одежда, там, обувь, все это вместе составляет строй, головной убор. Вот. Тут речь идет о головных покрывалах, то, как они завязываются на голове. Это лично мое мнение, и я считаю, что оно близко к истине. То, как это делалось, формирование, покрытие тела в традиционном крымско-татарском костюме, обусловленном исламскими канонами, да, в правилах поведения женщины, ну и вообще народа, оно было, как бы сделано не таким строем, как это сделано сегодня в хиджабе, который пришел к нам с арабского мира. То есть это общепринято, очень удобный, кстати. Вот не очень удобно носить крымско-татарскую одежду с одной стороны, в смысле вот ту, которую религиозная его вот эта вот составляющая, да, там покрывало, несколько покрывал, как это все одевалось. Фес одеваешь какой-то платок, здесь чуть-чуть волосы видны. То есть это недопустимо с их точки зрения. Но наши предки надевали все это. Теперь, те, которые говорят, что нет, этого не было, но не могло этого не быть просто. То есть у нас, да, мы европейские, тюрки, мусульмане, но у нас был строй ношения одежды именно вот по исламским канонам. То есть и был и чаршаф, это простыня, да, чаршаф в переводе простыня, это большой кусок ткани, которыми обматывались и вот оставляли только глаза. Знаковая информация того костюма нам говорит, что у них были определенные детали одежды и определенная манера ношения, но которую я не вижу, что она прям вот, просто есть люди, которые уверяют, что вот это прям вот хиджаб, который сегодня, это вот один в один. Нет. Да, 100% покрытие тела, там не 100%, допустим, 80, там 90, но все равно манера ношения была другая. То есть это, там были платки, были покрывала, был фес обязательно, потому что даже вот есть фотография, вот с кунсткамеры, например, если на фотография, женщина стоит в фередже, у нее на голове фередже, вот этот халат, который вот с глухими рукавами, она стоит спиной. Но мы видим, что это крымская татарка. Почему? Да потому что у нее на голове фес. И то есть он, как бы очертания формы феса четко как бы прорисовываются. Поэтому тут я не поддерживаю ни одних, ни других. Религиозную функцию, кстати, надо исполнять еще и на обрядовых каких-то мероприятиях, потому что даже я, как бы свободная в своих взглядах на одежду, я, например, воспитывала своей биташкой, бабушкой, которая говорила, что 40 дней надо, конечно, это уже совсем, может быть, жестко смотрится, но я ходила в 40 дней в платке после того, как мой дедушка умер. То есть вот я лично это застала, я 40 дней ходила в платке. И я считаю, что вот, хотя бы вот приходите на джиназе, я уже писала на эту тему, кстати, очень такие отклики были, надо эти религиозные функции вот там обязательно исполнять. То есть, опять же, назначение, целевая направленность. Куда ты идешь? Ты же не идешь на пляж. Да, бывает с работы, но шарфик или какой-то можно где-то найти и покрыть хотя бы эти голые руки в сарафане. Это вообще прийти вот в сарафане и с голыми ногами на джиназе, это я не знаю. Это вот для меня это вот прям как хотите. То есть вот джиназе это такое место, это такое мероприятие, которое определенных требует условий ношения одежды. К сожалению, моих родителей тоже уже переселили и в Киев, и в Турцию, что дом продали, такое тоже есть. Это не так. Вот. Есть просто желание моих родителей продать этот дом, может быть, чтобы купить здесь дом и
в Киеве. Вот это я просто заявляю официально. Вот, чтобы можно было и там, потому что у них там сын в Киеве, мой брат. Они приезжают, это съемные квартиры и все такое. Бывает, нужно 2-3 месяца побыть. Вот. Тем более сейчас с нынешними этими границами, это каждый день ездить невозможно, и даже в месяц раз поехать тяжело. Вот. У меня такая же тоже вот сейчас проблема, что у меня старший сын там учится, отучился, работает, младший. Не знаю сейчас, как получится, тоже, скорее всего, не в Крыму. Мы поставили задачи, я думаю, что то, что я говорила выше, я надеюсь, мои дети меня не подведут в этом. Они не будут забывать, кто они, и для народа что-то принесут. Так же, как и все наши, и брат мой, и сестренка. То есть мы никогда не забывали, и никогда... Ну, я вообще не могу, я вот уезжаю с Крыма, да, например, 2-3 недели побуду где-то, когда я слышу, что тут здесь что-то происходит, и негативное, и хорошее, мне хочется впереди паровоза бежать вот в Крым, потому что ну, я должна быть здесь вот со всеми. Это очень сложный вопрос. Конечно, есть рецепт, ну, как бы не стараться сохранять свой язык, не стараться, прям вот сегодня прям надо вот взяться и учить язык каждому, читать любые, там, я, например, читала книги там, или газеты, ну, что-то интересное, конечно, надо выбирать. И это раз. Во-вторых, ну, как-то в семье вкладывать. Но у нас очень много семей, которые уже совсем, ну, они уже не говорят по-татарски, у них уже даже нет каких-то традиций, какие-то уже появились совсем уже чуждые нашей традиции вещи, да. Особенно вот много кто-то уехал, да, за границу, и сейчас очень вот эта боль такая большая. Я думаю, просто нужно каждой семье ставить перед задачу, перед своими детьми, где бы они ни были. Это тоже все равно бонусы будут приносить они нашему народу. Те же дети, которые куда-то уехали, своими делами. То есть вот это важно. Сейчас что нас разъединило? Религия в первую очередь. Это прям нужно как-то, не знаю, как это исправить. Это очень тяжело сегодня исправить. Когда отец, там, брат приходит к брату, у того праздник, а у этого не праздник. То есть, ну например, Курбан-Байрам, да, или там Рамазан-Байрам. Это разъединяет, это разъединяющие какие-то элементы. У нас была традиция, мы благодаря вере сохранились, мы должны благодаря вере и сейчас сохраняться. Потом культура, язык. Ну, это такое основополагающее. Говорит, что государственность, ну, а какой сейчас мы можем говорить государственности? Конечно, если была бы государственность какая-то, если бы у нас как-то какие-то были рычаги, конечно, мы бы уже вышли на другой уровень. Сейчас все законсервировалось. Ну, я не знаю выхода из этого пути.